Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Пока соберутся, или пока наши ответим на вопросы. И не только. Так вот. И, как говорится, с чего бы начать, с чего бы нашу сегодняшнюю тематику. Что-то я вам хотел... Ага, да. Так. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Алейкум ассалам. Машу хочет задонатить. Заур. Башлам. Платон. Чё ежик дует хаос? Нечего больше делать, нечего, что ли, кроме как этого. Так, ладно. Руслан Бузуртанов. Канале 6000 подписчиков. В YouTube, чё? Херу. Ага. YouTube канал у меня совсем недавно. Поэтому ничего такого удивительного нету. Так. Мы намного позже начали. Вот у нас и не так уж и много. Баркалла. Так, вот. Так. Так, ну давайте.
Башлам, что заявил Плата про камни? Ай, ашечи были, рисковать деда. Послушайте, уважаемые друзья, по поводу камней. Я понимаю, что многие недальновидные писаки могут говорить все, что угодно. Мы знаем, кто не в курсе, кто не в танке об этой ситуации, хочу довести до вас, как на самом деле было. В принципе, давайте для начала, давайте сделаем так. Я вам зачитаю, коротко зачитаю, о чем говорится. Так, раз такой вопрос. Джайраховский район, Ингушетия. Это официальные новости, даже я не буду об остальном. Двоих подозреваемых в разборе на камни средневековой башни задержали правоохранители в Ингушетии. Об этом 5 января сообщает пресс-служба администрации Джайраховского района. Двое подозреваемые в разборе арок 3 жилых и полубоевых средневековых башен комплексов Бени были задержаны сотрудниками полиции. Как пояснили в администрации, в скором времени будут выяснено, какое наказание в рамках закона понесут задержанные. О разборе неизвестными вандалами арочных проемов в комплексе Бени на территории Джайраховско-Асиновского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном Джайраховском районе стало известно 15 декабря. Башенный комплекс Бени является объектом культурного наследия и включает в себя 8 башен, пристройки, оборонительные сооружения и так далее. Комплекс являлся фамильным и имеет особое значение для потомков ингушей, ранее проживаемых на этой территории. Это РИА Новости, официальные новости, которые были. Так вот, в это время, все, кто был в то время со мной в теме, звук, я вроде бы отключал. Все, кто в то время был, вы помните, ой, да, не освободилась. Что ж ты можешь? Нет, он не может, надо. Настройки. Уведомления. Подождите, сейчас я. Где эти уведомления, чертовы? Уведомления, Инстаграм, звуки отключить. Все. В то время, кто в курсе был, обвиняли в этом люди в первую очередь из совета старейшин орали, говорили, что это там сделали якобы соседи. Потом другие начали говорить, там, что это сделал Юни Успанов. Наговаривать на то, что вот заказы были у них, заказы были у тех, короче. Все были виноваты, но полиция задержала. Потом выяснилось. Оказывается, насколько нам всем известно, эти камни не покупались ни одними чеченскими. Я понимаю, что этот клоун пытается навязать, он-то не знает недалекого ума, ему сказали, вот, зачитай, вот он и зачитывает. Вот эти камни, покупатель был оттуда уже, и там же при восстановлении их же камней, башенных других комплексов, другой семьи, они должны были восстановить закупку этих камней. К Чечне они не имели никакого отношения. Само собой, все замолчали,
Все закрылось, там их наказали, посадили или что угодно. Дальше их жизни я не знаю. Ни Юни Успанов, ни другие чеченские или какие-либо вообще деятели в этом не принимали никакого участия. Не было ни одного доказательства, не было и не будет по сути своей. Почему для Антошки, который сидит там, зачитывает, отрабатывая бабосики, хочу сообщить, что камней с петроглифами, или арки с петроглифами, или башенные комплексы с петроглифами огромное количество, больше, чем у всех либо других находится в Чеченской Республике. Именно что касается петроглифов. Я один, который поехал, снимал в горном районе Чечне, на Чеченской башне, на одном башенном комплексе нашел, только на одном, мы нашли от 9 до 10 петроглифов на одном башенном комплексе. И это был только один. Сколько башенных комплексов в Чечне, многие знают, я вам и зачитывал это. Любой человек может взять. Ни один человек не крал и не делал. Даже Лом Ахка, исконно чеченский тейп, когда восстанавливал свою мечеть, в которую мы ездили на открытие, они по той же технологии, как раньше, достали целый камень, арочный камень положили, вставили и провели, восстановили реконструкцию, реконструировали свою мечеть. А подняли панику вначале, обвиняли все да вся Чечня. А то, что касается этого клоуна, то, что ты делаешь, никто, во-первых, на тебя не наезжает. Абсолютно всем наплевать на то, что ты делаешь. Чтобы людям было понятно, о чем я говорю или что я говорю, я хочу показать. У вас есть башни, которых нет нигде в мире, а я много где видел. Есть что-то похожее, но что-то прям вот точь-в-точь нет нигде. Это ваш изюм, который вы должны показывать, чтобы потом вашу историю никто не перечеркнул, не вырвал эту страницу, что хотели сделать несколько раз. И ваши соседи всегда трут руки, я знаю. Приезжают к вам, воруют камни, вставляют в новые башни, просят провести экспертизу с этого камушка, и потом им подтверждают, что это возведенная вновь башня 14-16 века. А камень-то взят от Ингушской башни, и потом оказывается, что ингуши вообще чуть ли там не армяне, не из Индии пришли, потому что мало кто знает вашу историю. Вон, со мной сейчас ругаются. Я сделал ролики про дзурдзуков, про кистинцев, на меня стали наезжать некоторые из ваших соседей, а именно блогеры, такие как Башлам и так далее, что я не прав. Что была вместо реки Аргун река Дзурдзуки. Не было такой реки вообще, я на карте не нашел. У вас есть башни, которых нет нигде в мире, а я много где видел. Есть что-то... Мне сразу же прислали, я вам обещал, я знаю, что обещал. Ну, во-первых, и этот человек еще называл, говорил, что он знаток, знает. И те, кто ему платит, Мужихоева, я сейчас отвечу. И все остальное. Во-первых, про дзурдзуков и кистинцев я не тебе отвечал, я рассказывал, потому что мне задали вопросы, и я отвечал. И до тебя, до того, как ты вообще задумался над этим, про дзурдзуков и кистинцев рассказывал. Что касается непосредственно реки Аргун, в начале которой находится в Грузии, я зачитал официально, назвал книгу, как она называется, какого года, какая страница. Никаких проблем с этим нету. С другой стороны, ну, понимаете, оказывается, вот я вот столько учился, да и многие, кто учился, кто исследовал данный мотив, я не знал. Оказывается, можно взять камень, тот, кто не знает, чтобы на будущее вы знали, взять камень, сдать его на ДНК, и можно сказать, что этот камень 15 или 17 века. Это насколько нужно быть больным человеком, необразованным человеком. А в 15-17 веке этот камень как появился? Он с космоса упал?
Этим камням десятки тысяч лет. Что может показать анализ, что этот камень строен в башню в 15-17 веке? Вот о чем я вам говорю. Люди необразованные дают писульки, записывают специально, говорят, чтобы вы знали, какие бы ни были башенные комплексы, любые, без разницы, старые жилые, боевые, любые комплексы, исторические, чтобы сдать на анализ, как минимум, это должна быть или ткань, это должен быть или раствор, это должна быть или древесина. Насколько мы изучали, когда я учился, всегда было так. Я никогда не видел, что можно взять камень, оказывается, и по этому камню сказать, что башня 17 или 15 века. Да унитаз, ты хотя бы своей тупой башкой подумай, что это невозможно. Каждый камень, тем более природный камень, ему несколько тысяч лет. Это не шлакоблок, это не, ты понимаешь, это не кирпич, идиотус. Это нужно понимать вам. Это раз. Во-вторых, чеченские башенные комплексы, которые находятся в Нохчичеве и которые восстанавливают, реконструируются, там совсем другая порода камней. Они отличаются очень от соседнего региона. Неважно, это Ингушетия или Дагестан. Они абсолютно разные. Даже не то, что там Галанчожского района башенные комплексы чеченцев и Тумкалинского района башенные комплексы, Шатойского и Шаройского, они между собой различаются, камни. Потому что в каждом месте, я ездил, я смотрел, в каждом месте камень своеобразный. И ты этого даже понятия не имеешь. Нельзя взять камень. То, что ты говоришь, вот это является как раз-таки противозаконными вещами. Потому что если Министерство культуры Чеченской Республики возьмет твое видео за клевету и подаст на тебя, скажет, в каком месте, как ты хочешь, докажи, что хоть один камень, который встроен в чеченские башенные комплексы, был вывезен с Ингушетии, или чтобы кто-либо когда-либо в Чечне сидел вот так, делал и говорил, радовался, никогда в жизни ни одному чеченцу нету дела ни до ваших башенных комплексов, ни до вас. А те башенные комплексы, которые есть в Чечне, их огромное количество, их каждый день восстанавливают, их находят. Не то, чтобы это делало только государство, этим занимаются каждый тейпы. Я вам показывал Гендаргноевскую, Ялхоевскую башню, Ношхой, как каждый почти что восстанавливают в Ношхе, Аларой, Беной и все остальные, Куршлуай, Харачой, каждый свои башенные комплексы восстанавливает. Государство это делает, но и тейпы тоже. Цуан Трой, я всех не перечислил. Ну, если я не перечислил, не думать. Какой, ну вообще, насколько должен быть человек вот, больным, чтобы говорить, что можно украсть камень и удревнить свои новые башенные комплексы? Я не знаю, где ты учился. Для начала человек, который тебе написал этот текст и дал тебе это рассказать, такой же идиотус, как и ты, хотя бы обратились бы к специалисту Чахкиеву Джабраилу Юрьевичу. Один из самых лучших знатоков и башенных комплексов. Он живет в Ингушетии. Он мой преподаватель. Он преподавал у нас археологию. Спросите у него, как можно установить дату башенного комплекса. Спросите, можно ли камень взять, камень от... Как раз таки ваша ложь, провокация. Понимаете? Ни больше, ни меньше. Поэтому нужно знать каждый человек должен знать история нашего народа, наши башенные комплексы. Они, вот, люди, которые не знают, они же не понимают даже, что они отличаются друг от друга. Они отличаются. Повторяться снова и снова я не буду. Остальное, вот это потирание, никому дела до этого нету. И до тебя нету. Ты говоришь, вот блогеры против меня. И против тебя никто ничего не говорит. Я тебе сказал, мне до тебя дела нету. Не называй мое имя.
Я тебе просто припомнил. Когда ты пришел первый раз ко мне, я тебе сказал, придешь ко мне в эфир, если хочешь, я к тебе в эфире ходить не собираюсь. Я не смотрю твои эфиры, я не подписан на тебя. Можешь прийти, зайти в эфир, и я всем скажу, послушайте, дорогие мои подписчики, мы тебя знать не знаем, нам до тебя дела нету. Честно нету, вообще. И внимания на тебя. Ну, вот то, что ты говоришь, воровали камни, восстанавливали чеченские башни, вот это клевета. Против конкретно Министерства культуры и против правительства Чеченской Республики. Это клевета. Следственные органы мероприятия провели. Ты бы для начала бы ознакомился, кто эти камни взял, какое решение принято. Все эти башенные комплексы на территории Ингушетии с советских времен задокументированы, зафиксированы. Каждый петроглиф, книги, это все есть. Как ты не понимаешь, что это все давно уже изучено? Это все изучено давно. Вам просто homo erectus'ом надо бы просто взять документы и прочесть. Что касается реки, сказано, что касается Дзурзукети и Кистети, я и говорю до сих пор, это общее название древности, в основном Дзурзуки, это чеченцы. Что касается реки Аргун, что в верховьях она называлась в древности Дзурзукети, тоже назвал. Ничего такого, если она и была такая, если бы даже не было ничего. Но просто сей факт есть зарегистрирован, зафиксирован официально. Ничего тут такого нет. Вот такие смешные люди появляются, оказывается, по камню можно было. Жалко, что Исаева Султана нету. Вот он археолог, я бы хотел бы как раз с ним поговорить на эту тему, если бы он был бы, посмеяться вместе. Вот. Пока вот ситуация такова. Вот. Ладно, с этим закончили. Надеюсь, всем все понятно. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Мужухоева, ты хотела задать вопрос. Я смотрю, ты с самого начала говоришь, я хочу задать вопрос. Если я не отвечу, это было бы неправильно. Задавай вопрос. А пока ты задаешь вопрос, брат Осман поддержал наш эфир своим донейшеном. Осман, ты единственный тот, кто сегодня, шутка так с самого начала, зафиксировал и сказал, Мужухоева, задавай вопрос и давайте. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот, кстати, Казбек, думаю, тоже может по этому поводу, тоже, думаю, будет знать. Ничего другого переживать не нужно и говорить не нужно. Остальные документы по Дзурзукети, даже того же вашего любимого Вахошти Багратиони, я опубликовал сегодня. Вы можете посмотреть. Как в начале, как после. Ну, я уже про Ермолова и Деникина уже вам рассказывал. Казбек, оказывается, воровали камни. Тут блогер соседнего региона говорят, что мы воровали камни и восстанавливали башенные комплексы. Вот об этом была речь. Башлам, я бы хотела знать, в Чечне другие называли себя войнахами. Например, Шатой и так далее. Нет, не называли. Войнахами себя в Чечне не называет никто, потому что это тупо и глупо. Войнахами называли в основном только ингуши, потому что с тех пор, как разделили, они хотели вот некий статус отдельности указать, а указывать себя с чеченцами они не могли. И само собой, зная, что корень у нас одни, в 1928 Яковлев
вместе с Мальсаговым ввели в обиход термин войнахи. До этого никогда никто не называл себя войнахами. Зафиксировано данного момента нету и не было. Войнахи термин использовался среди других людей, допустим, где-то в России, чтобы узнать, ты чеченец или ингуш. Оно относилось только к этим двум непосредственно представителям нашего народа. Все. Ни шатоевцев, ни чеберлоевцев, ни акинцев, никого войнахами не называли. Никогда. Башлан, почему ты ингушам отвечаешь на вопросы про чеченцев, а чеченцам про ингушей нет? Я отвечаю на вопросы, но если они не касаются каких-то явно настраивающих друг против друга. Башлан, так получается, что я чеченка? На 1000000% ты чеченка. Чтобы было понятно. Вот так вот. Ну, ты можешь, конечно же, считать себя... Я не могу тебе не говорить, не отрицать тебе, как говорится, что-либо по твоей личности. Поэтому ты сама можешь решать, кто ты, называть себя как хочешь. Я не имею на то права. Вот. На самом деле... Никогда ранее, вы знаете, любой нормальный человек в сегодняшней ситуации, у каждого есть какая-то отличительная черта. Да, я вам об этом много рассказывал. Допустим, у Уарствай есть легенды. Именно у Уарства есть легенды. И в этих легендах очень много может быть негатива и про ингушей. То есть я сам читал их, я не буду вам зачитывать, я их и не публикую многие. Почему? Чтобы не сказали. Есть очень много плохого про ингушей. Там, допустим, да, там рассказы старые, что было раньше. Есть такое же и про чеченцев. Вполне возможно, что есть там. Какими-то соседними тейпами. Разницы нету. Про чеченцев, будь то, про ингушей, будь то. Но есть место, где они компактно проживали. Да? А есть башенные комплексы. Захоронения, башенные комплексы. Так? Есть названия, которые точно так же дали, допустим, как ингуши дали название, или чеченцы дали название. Точно так же им дали название карабулаки, допустим, да? Там, допустим, чечены нас назвали кабардинцы, шашаны и русские, а их назвали карабулаки, допустим, назвали карабулаками татары. Ну, кумыки, татары, без разницы. Я вам объясняю, что может быть. В дальнейшем смотрите. И для того, чтобы поддержать, само собой, когда ты проживаешь компактно в определенном месте, у тебя, хочешь не хочешь, ты заводишь какие-то взаимосвязи со своими соседним селом, там, женишься, там, друг на друга, цечуа, мержуа, гандлуа, там, женится, галай, там. Ну, допустим, я говорю, да, они рядом живут и женятся друг на друга, и появляются родственные отношения. Тем самым, но это не говорит о том, что это компактно проживающие в этой местности люди становятся отдельным народом. Чтобы быть отдельным народом, реально отдельным народом, издревле, то есть со времени появления, у тебя должны быть отдельные корни, отдельный язык, культура, нравы, обычаи, отличия очень сильные. То есть ты, может быть, ты должен быть маленький там,
ты должен быть с косыми глазами, это не оскорбление. Или черный там, ты негроидной расы должен быть, или монголоидной расы ты должен быть. Или у тебя башенные комплексы должны быть какими-то другими, допустим, там, как у терских казаков, или как у нагайцев южно должны быть, или как у кумыков, да, я примерно вам говорю. Или как у аварцев там какие-то свои должны быть комплексы, да, там, как они жили. Язык, одежда, верование, все, ну, и плюс ко всему должно быть в основном в ДНК проекте какой-то такой элемент, которого нет у остальных. Вообще нету. Ну, возьмите, я сейчас говорю в данный момент, это касается любого. Это будь то Мелхи касается, будь то Уарсхо это касается, будь то Эхки это касается, будь то ичкеринцев это касается, шароевцев, чеберлоевцев, разницы нет. Возьмите у всех, кого я перечислил, возьмите у всех у них кровь, язык, культуру, архитектуру, все. Все, кроме того, что там были какие-то стычки, как кого-то наказали, привязали там деревяшку, там привязали, там заставили там и так далее, и все остальное. Кроме легенд, остальное все вы можете проверить. Это единый народ. А как в царское время все четко управлялось, как делилось, само собой, они знали, они прекрасно знали, как нужно между собой делить, как поддерживать. И вот таким образом, тем более, если у тебя, Казбек, если у тебя было больше взаимосвязи с твоими соседями, нежели чем со своим народом, тогда, конечно же, само собой, вы должны понимать, да, использовали отделить от того или иного там целого было проще. Вот такая вот ситуация, поэтому ни Уарствой, ни Мелхи, ни Тирвай, ни Шатвай, ни Чеберлой, Шарвай, никто, ни Эхе, тем более. Никто, сегодня она, девочка, пишет, там они говорят, что Эхе. Никогда в жизни Эхе не были ингушами. Никогда. По древности Эхе, извините меня, намного старше. И все остальное то же самое. Но я не буду сейчас дальше увлекаться, вы можете прочесть, об этом все есть. Вам Эхе больше у нас бьешь. А были ли они частью нашего народа? Конечно, были и есть. И они всегда были в части Чечни, и никогда не было их отдельно. Никогда не было. Да, какая-то часть от акинцев ушли. Вам Эхе, да, там считается, что они основали, там вошли, небольшая часть ушло в Дарьяльское ущелье, контролировала свое время. Какая-то часть небольшая ушла в Ауховский район, там осели. Но это ничего, это вся земля была наша с древних времен. И мы селились там, где было свободно, спокойно. А то, что в горах малоземелье, это уже вам понятно. Казбек, валачура. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ортига. Казбек. Белхи уқахда, реконструкция шхансы уқахил шарахца уқ. Казбек, тайпан ша, нохчуа уша, тайпан чин хо уш, сумха хуш. Мартан тиец эра уш, сагал савалла. قطعة أوتوبيوغرافية أرسية. ليش هذا أوتوبيوغرافي؟ طبعا ما شاء الله مسياقة وقتها بولشاق. Вот реконструкция, да, лучше лук, хайбах айола, вот этот комплекс мы останавливали. Обычно под левыми никами заходит на русском языке. Просто расскажи, чтобы было понятно человеку, что нельзя украсть камень, перетащить Чечню, вставить его в чеченскую башню и потом взять анализ и удревнить эту башню. Я думаю, что у тебя есть какое-то мнение по этому поводу? Понимание, точнее. У меня есть не только мнение, я непосредственно участник реконструкции. Значит, я скажу, я не знаю.
Я очень редко этим языком пользуюсь, но я постараюсь. Значит, во-первых, сама суть восстановления. Вот, например, мы когда восстанавливали Хайбахи, мы не то, что при всем уважении там, к ингушской архитектуре, там, к ингушским камням, при всем уважении там, вот, ко всему этому, даже вот с соседнего, да, вот, комплекса мы не перетащили ни один камень. Во-первых, в этом нет необходимости. Потому что, Башлам, я тебе скидывал камни с петроглифами, которые мы отложили, потому что нам некуда их воткнуть. Я опубликовал. Я их опубликовал, я опубликовал сразу. Да. То есть их некуда было туда воткнуть. Вы их нашли под землей, правильно? Вот, да, мы их нашли под землей. Мы их нашли несколько. Значит, последние два камня, которые мы нашли, уже один камень я скидывал вот этим Хайбахе Нахбуй, вот хайбахцам, я скидывал, вот смотрите, мы еще один ваш камень нашли. Я с великим удовольствием загрузил бы этот камень, у меня вот дома, там на заднем дворе есть такой небольшой этноуголок. Я вот с великим удовольствием этот камень загрузил бы себе и принес бы его себе домой, и он с древними петроглифами. Ты же видел этот камень. Wallah, я обычный человек, обычная степень порядочности, но мне даже в голову не пришло. Давай будем с тобой откровенны. Скажи мне честно, если бы даже ты взял бы этот камень, положил на машину, тихо, молча, привез домой, разве кто-нибудь узнал бы об этом? Ну, вот. Нет, абсолютно. Абсолютно. И меня вот еще какой момент удивляет. Я много раз видел вот это, воруют камни там, туда-сюда. Ни один человек, который видел чеченские башенные комплексы, никогда это утверждать не будет. Потому что просто в этом нет необходимости. Не потому что там мы такие порядочные, мы такие хорошие люди. Элементарный, практичный подход, да, вот к положению. Зачем откуда-то таскать камни при восстановлении комплекса, когда их огромное количество? То есть нету в этом необходимости. Я видел вот эти публикации, я просто хочу понять одну вещь. Вот смотри. Вот, например, со Чинхоу, я Чинхо, со Бугрову, Гара Бугрову, Бугрову. У нас есть, да, Бугоройская башня, да, вот сейчас пару лет назад его восстановили. У нас есть Бугоройская башня. Вот если бы у нас был бы там какой-то камень, вот, Ажла, я в Бугорое был 2-3 раза. Мы еще со времен имама Шамиля, мы спустились, до имама Шамиля даже, мы спустились в гору. То есть мы давно спустились. Мы уже давным-давно, уже несколько наших поколений, мы равнины. Но если бы вот с Бугоройской башни украли камень, и предположительно этот камень находится там где угодно, в Ингушетии он находится, в Дагестане он находится. Я обычный парень, я поехал бы за этим камнем. Я поехал бы, я не сидел бы там, не скачил бы в интернете, украли наши камни. Так, если реально есть, когда эта волна первый раз пошла, потом же они вроде выяснили, кто их на самом деле воровал. Сначала... Ни Юни, никто, он просто-напросто, огульно, просто вот, знаешь, что самое интересное? Башлам, да, я буквально вот одну минуту я сделаю, можно так сказать, заявление. Я как один из тех, кто участвовал в восстановлении старого древнего комплекса, ответственно заявляю, что ни один камень, не то, что там с каких-то других комплексов. Ни один камень не был использован. Вот если мы вот здесь восстанавливаем комплекс, а там же были старые постройки, развалившиеся постройки. Мы с этих построек не перетащили ни один камень. Мы даже с этих построек не перетащили один камень. Потому что есть элементарные принципы реставрации памятников. Эта реставрация не предполагает завоз каких-то старинных камней, потому что элементарно, например, и Хайбах,
Нашли зиму авиагончважи. Ну, я об этом говорил, рассказывал. Они отличаются очень сильно. Налеты на И камни. Тумкали, Шарой, Да. Шатой, все То есть- отличаются друг от друга. Да, поэтому я готов, хотя я участвовал только в восстановлении, в восстановлении я участвовал в 2 комплексах. Я готов, я убежден на все 100%, то ни в одном восстановлении, ни одной башни не был украден, не то что в Ингушетии, даже в самой Чечне ни один камень не был украден. Значит, вот эти камни, 2 камня, которые мы оставили, Да, я опубликовал на странице. Да, и Боктук-Бонис. В обоих комплексах, где я участвовал, огромное количество, где-то пору развалившиеся, огромное количество этих камней. Значит, ехать за ними ни в Ингушетию, ни в Дагестан, там, ни даже какой-то соседний комплекс, никакой необходимости нету. Сундела 100% бадац, хулиладац. Таким образом комплексы не восстанавливаются. То есть нету такого принципа. Алейкум. Ассаламу алейкум. Все, Я здесь, я слушаю. Так, смотрите, по поводу вот этих, я сегодня не рассчитывал, но раз у нас пошла эта тема, по поводу этих комплексов, каждый комплекс, который восстановлен в Чеченской Республике. Еще раз вам повторюсь. Давайте возьмем мечеть. Мечеть. Самое близкое, даже если бы захотели бы брать, это могли сделать Лам-Акы. При восстановлении Лом-Акинской, отмечаю, Нохчи, Тайпа, Лом-Акы, восстановление его мечети, арочный камень, который был утерян, они полностью по старой технологии сами восстановили и поставили. Даже при строительстве, восстановлении мечети. Мечеть намного проще восстановить, нежели чем башенный комплекс. Хотя башенных комплексов в самом, в принципе, Эхке-Мохке очень много. И никто ни у кого ничего не брал и не воровал. Это клевета, это ложь. Еще раз вам повторюсь. 1000, если не меньше, 1000 жилых башенных комплексов в Чечне в различной форме разрушения. Понимаете? 1000. Что касается боевых, полубоевых башенных комплексов, их и то достаточно. Тоже огромное количество. Когда восстанавливают, просто тот, кто не был там, чтобы вы знали, обычно при восстановлении эти все камни рядом лежат. Этого камня, чтобы можно было восстановить. Это раз. Во-вторых, хочу повториться, что петроглифов на наших башенных комплексах в десятки, сотни, если не больше, 1000 раз больше, чем у соседних регионов. Понимаете? И нету необходимости ничего брать. Точно так же ссылок на то, что дзурдзуками, кистинцами мы были. Каждый день я публикую, каждый день я фиксирую. Сегодня хотел я вам про переселение кистов в Грузию зачитать. Вот. Тоже это грузинские источники по книге Маргашвили. Ну, раз начали задавать вопросы, я начал отвечать вам на них. Нет никакого смысла этого делать. Ни у кого. Башенные комплексы были и Аухай-Махка в свое время, их разрушили, и в остальных всех, и в Харачое, и в Ичкерии, и в Шарое, и в Чеверлое, везде были башенные комплексы. И по
мере возможности башенные комплексы, вы должны понимать, это прекрасное место, допустим, для того, чтобы укрыться или воевать, или скрыться во время последних 2 войн. Их максимально пытались уничтожить. Да, и у них получилось много. Я уже не считаю остальное. А что касается старых фотографий, ну, если я вам покажу старые фотографии, боюсь, что многим это тоже не понравится. Людям, которые говорят, у нас так много, посмотрите, сегодня показывают фотки и говорят, вот у чеченцев были разрушены. Мне понравилась еще одна нарнийская вылазка, где они сказали, у сванов украли башню, вот Сванская башня, посмотрите, фотографии скинули Сванской башни и закинули в Хой башенный комплекс. Но Хойской башенной, в Хое, то, что находится башенный комплекс, он находится там все время. И он именно так зафиксирован в 70-х годах. Давайте я вам покажу. Посмотрите. Посмотрите, вот Хойская башня. Это 60-е и 70-е годы. Всем видно. Давайте я покажу вам после реконструкции его. Вот она после реконструкции. Сильно она изменилась? Да нет. Если вы говорите по типажу Сванская, пускай она будет Сванская, Мигрельская, по типажу Балкарская, Карачаевская, без разницы. Мастеров могли нанять из Грузии. Многие грузинские мастера строили в Чечне. Их привлекали. И они строили. И нету тут ничего такого. Просто человеку прямоходящему, который не разбирается ни в чем, он будет говорить и рассказывать эту небылицу. Опять же я говорю, если бы сказали там раствор или древесину изъять, отправить на экспертизу и сказать возраст примерно, я такое слышал. Но чтобы вытащить камень с петроглифом, отвести, взять анализ и сказать, что это 15 века камень или 14 века камень, или у вас, может быть, есть метод какой-то, который бы показывал обработку в 15 веке. Вот в 15 веке была такая обработка, в 14 веке была такая обработка. Может, есть какие-то сверхсовременные технологии, то я не знаю, извините меня. До меня до ныне не доходили они. И мне пока были в эфире, еще нам поддержали наш канал, поддержал Казбек наш канал и еще один человек. То есть 3 человека сегодня поддержали наш эфир. Огромная им благодарность за поддержку. Не могу никак, подождите. Я видел это. Я это видел. Это про взрывы башенных комплексов. Они это видео монтаж. Я видел это видео, да, взрывы башенных комплексов. Это мы все рассказывали, не считая последние 2 войны, которые бы уничтожались. И, Тимур, я не говорю, что они строили их. Если бы их даже строили, то ничего такого нету, я говорю. Если бы их строили, ничего в этом такого нету. Привлекали бы туда
грузин или не привлекали. Нет в этом ничего плохого. И ты не знаешь, строили, задействованы были в этом грузинские мастера или не были на самом деле. Никто не знает. Про это ты, когда, может быть, не смотрел, но я, в отличие от тебя, публиковал. Есть профессор грузинский, у него версия, но в основном, конечно, на Миллера ссылается и на них ссылается советского периода археологов и архитекторов. Они некоторые утверждения делают, что в горной части Чечни и Ингушетии все постройки, включая Тхабаирды, полностью построены, и это зодчество является грузинским. И грузины заявляют об этом. Он, конечно, ссылался и на Лаудаева тоже. Я не утверждаю это. Но если бы это даже было бы предположительно так, ничего в этом нету. Вот о чем я хочу сказать. Но чего нету однозначно и никогда не было, то, что никакие камни из Ингушетии, ни один камень не пересекал границу Чеченской Республики. Вы слишком плохо знаете наш народ. Слишком плохо. Нету никакой надобности в горной Чечне восстанавливать башенные комплексы, используя ингушские необработанные камни. Когда у нас они по природе своей, природные камни, фактически как кирпичи обработаны. И нету ни одного факта подделки чеченских петроглифов, где они их поделают. Зато, с другой стороны, как рисуют их, есть. Не надо клеветать на нас. И никто никогда не потирал ни руки, ничего остального. Зура поддержала наш канал. Огромное спасибо. Донейшн дошел. Благодарность огромная. Давайте сейчас немного я вам зачитаю. Согласно источникам, предками нахчийцев и ингушей являются древнейшие аборигены Кавказа. И на протяжении большого промежутка времени... да, кстати, забыл Мужухоева, когда спрашивал насчет вайнахов. Внутри говорят или нет. Вайнахи использовался в основном для 3. Не 2, а 3. Я забыл о 3 обществе. Нохчи, Волга и бацбийцы. Вот для 3 этих обществ использовался в советское время в основном термин вайнахи. Так вот дальше. Древнейшими аборигенами Кавказа на протяжении большого промежутка времени вместе с другими народами играли активную роль в истории народов как Северного Кавказа, так и Закавказья. Известно и то, что на протяжении многих веков Нохчи и Волга имели с грузинами тесные экономические и культурные взаимоотношения. Как было сказано, их связывали уходящие вглубь историю родственные отношения, которые отчетливо представлены в географии Грузии. Ты вообще кто, Тимур-3? Тхабаирды, я не говорил, что это башня. Я сказал башни и вообще остальные комплексы, но что башня я не говорил. Ты, может, прежде чем писать, ты просто запрос отправишь мне, вот камера с плюсиком нажми и показывая свое лицо, расскажи мне, кто эти башенные комплексы делал. Дальше. География Грузии. Вахушти, Нахчи-Волга представляет 3 общинами. Дзурдзуки, Глигвы и Кисты. По его мнению, Глигвы являются потомками дзурдзуков. Этноним Глигвы автор связывает с понятием обнаженный. Древний грузинский умысел означает раздетый, обнаженный. Термины дзурдзуки, глигвы и кисты встречаются на различных отрезках истории почти
до первой половины 20 века. Указанным терминам 17-18 веков добавились термины чечен и ингуш, которые выражают значение тех же дзурзуков и глиглов. Некоторые исследователи, как уже указывалось, считают, что термин чечен идет из аула Шашан, а ингуш от аула Ангушт. Наш полевой материал также подтверждает эти термины. Должно быть производные от названия сел. Для того, чтобы иметь ясное представление о расселении навчийцев и ингушей на территории Северного Кавказа и о причинах и процессах их миграции, обратимся к имеющимся источникам и материалам, выявленным нами в архивах Грузии и Чечено-Ингушетии. Здесь уже отметим, что часть материалов, которые мы представили ниже, уже рассматривались моими коллегами. Так. Юни, я вот как раз таки по этому вопросу уже мы давно отвечали, но сейчас, видишь, они опять начали об этом говорить. Как это называлось, кукла? Чревовещание. Кукла чревовещания. Вот. Ему рассказали, этот болтун начал нести эту чушь. Здесь, которые представлены ниже и рассматриваемы моими коллегами в своих работах. Однако другая часть впервые вносится в научный оборот и, как кажется, представляет немалый интерес. Итак, по сведениям, представленной научной литературе, до переселения кисты разделяются на ближних и дальних. Первые, то есть ближние, живут в ущелье Макалдон. Опять же, не все, а именно кто живет в ущелье реки Макалдон. Приток Терека, а последние, то есть дальние, по ущельям реки Аргуна. Общество дальних кистин в 1851 году составляло 21 аул, 402 двора, 1620 душ мужчин, 1647 душ женщин. Всего 3267 человек. Общество ближних кистин сосредотачивается в глубокой котловине, окруженной со всех сторон высокими хребтами, идущими от главного Кавказского хребта и замыкающими в долине Терека, у Джайрахского укрепления на стыке рек Терека и реки Кистинки. В этом обществе насчитывалось 32 аула, они большей частью расположены по берегам реки Кистинки. Самый большой аул состоит из 20 дворов. Приведенная цитата указывает на то, что население, составляющее общество кистов, было не так уж мало. В 1866 году они вместе с джайраховцами, галгаевцами, цоринцами были отделены от мирджинцев административным присоединением к Аргунскому округу. Территориально Нагорная Ингушетия называлась Горским участком Ингушского округа. Это последняя справка, дошедшая до нас, где упоминается общество на территории Чечни, Ингушетии под названием кистов. Я не говорю, что не Короче, страшное дело. Я не говорю, что их не построили чеченцы. Я не говорил этого. Возможно, их построили чеченцы. Возможно, их не построили чеченцы. Суть это не меняет, я говорил. Вообще, я не знаю, ты о чем вообще? Ты про что? Я говорю, могли строить и грузинские мастера, могли строить и ингушские мастера. Любые мастера могли строить. И чеченские это только могли строить. Если ты так хочешь сверкнуть своими познаниями в строительстве чеченских башен, я же тебе сказал, нажми камеру, зайди в эфир и расскажи. Да, Аллах, я, конечно...
Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, Первые кто тоже еще не строили, подписался. конечно. Варкал, Строителями всем башенного спасибо. комплекса его звали. Баулай. Строители. Один из тайпов, который строили башенные комплексы. Тыроевцы считались одними из лучших строителей башен. Об этом есть тоже информация. Но что мне в этом немножко показалось удивительным, это то, что говорилось, что вот именно саму архитектуру этих башенных комплексов якобы тыроевцы взяли у аланов. Они были частью Аланского царства, когда его Тамерлан разбил, что они вернулись обратно в горы и построили их там. Вот именно этого периода якобы находятся Тыроевские башни, то есть 13 и 14 века Тыроевские башни все являются якобы этого периода. Что, конечно же, можно поставить под сомнение. Доказательств как таковых мы не имеем. Хотя, скажу честно, в последние дни про башенные комплексы, когда я читаю, начиная с Дагестана, особенно Гольштейн очень много пишет о дагестанских башнях, очень много пишет о осетинских башнях, о чеченских, ингушских, балкарских, карачаевских башнях. Очень много написано. И там не сказано, что где-то в некоторых местах написано, что в Осетии больше башенных комплексов. Не знаю, где же на самом деле правда. Мне без разницы, где их больше, где их меньше. А то, что названия, громкие слова, вот эти пафосные слова, когда вот нас больше всего, вот у нас больше этого, того, это, конечно, немножко вызывает удивление, сомнение, честно скажу вам. Вот. Ибрahim, есть вопросы с этого, с Ютуба? Бедная сестра Мужихоева, что-то вы наговорили, она тоже ушла. А зачем? Смысл какой? Смысла никакого нету в этом. Везде написано фактически один в один. Все используют более раннего периода источники. Про любое название, про любое описание. Есть какие-то документы, которые в редчайших случаях ты находишь, мы их в первую очередь публикуем. Вот. Нравится, не нравится, когда начинают говорить, вот ты сказал это, на самом деле там написано было другое, подразумевалось другое. Ну, докажите. Докажите, что было написано иначе. Насколько я знаю, отделены там, ну вот в этой же книге говорят, отделены от чеченцев, от мерджинцев, от акинцев уже идет разделение, вот именно с этого периода. Башлам, какие древние башни могли быть у... Расул, вопрос не в древности, но об этом же нравится, не нравится, терпимая красавица была, Башлам. Нет, ну здесь, конечно же, я вам зачитывал про башенные комплексы
написано же, все прекрасно есть. У нас мы можем взять, я вам зачитывал, правда, что Леонардо да Винчи ингуш? Нет, неправда. Какой-то материал был еще, который пытался рассказать. Про ауховцев я сказал вчера. Аухуаймах он называется. Это все между речью Терека и Сулака было, до самого Каспийского моря. Сейчас его сократили очень, сделали маленьким. Входил ли туда Эндари внезапно? Я думаю, что да, все входило. Кто же там первый заселился, кто появился в этой местности? Не знаю. Тут, конечно, нужно проверять. Сегодня мне сообщили, оказывается, Шейх Мурза Окотский, который всегда назывался Окотский. Мне сегодня сказали, на самом деле правильно говорить не Шейх Мурза Окотский, а Шейх Мурза Акинский нужно говорить. А я не знал. Оказывается, это вот что-то новое. Всегда он был Шейх Мурза Окотским, и Окотские земли, которые были ближе к Каспийскому морю, сейчас он оказался, что Шейх Мурза Акинский. Вот есть такие у нас люди, которые хотят, вот говорят, еще спрашивают, ты, говорит, искажаешь нашу историю. Какую нашу историю? Нету отдельной акинской истории, никогда ее не было. Ауховской истории не было никогда отдельно. Это часть единого народа. У нас все было одно. Мы всегда были одним единым целым. До 1921 года, когда взяли и присоединили. Вот и все. Есть, да, альтернативные версии есть. Послушайте вон этого шизоида, который умственно отстал и который там рассказывает о том, что оказывается то Сюли, то другие умки начинают говорить, что они были им подвластны, а коки, акинцы, все якобы и так далее и тому подобное. Не знаю, честно сказать, в этом случае кто что думает, что хочет сказать. По мне все становится ясным, как дважды два. Так. Если у вас... Ну чего, Тиша, Тимур, который знаток всех чеченских башен, сказал, зайди в эфир, что-то он ушел. Расскажи, говорит, мне про чеченские башни, которые не построены чеченцами. Сейчас я ему объяснял, говорил, что несколько тысяч башен в Чечне. А он говорит, расскажи мне про Чечню. Да. Давайте что-нибудь из 154. Обитаемая грузинами, Кистецкая область простирается по северному хребту Кавказа от Терека до Сунжи. Граничит с востока с татарскими лезгинскими округами, к югу с лезгинами и грузинами, к западу с Малой Кабардой, а к северу имеет реку Терек. Кистиния населена многими небольшими, независящими друг от друга народами различных между собой нравов и обычаев. Но между тем примечается в них несколько одинаковый вид, сходное наречие, немалая во многом сходность. Язык их называется грузинами кистинским. На черкесском языке называются эти народы мельчеги, мельчекизовцы. То есть я вот сегодня зачитывал.
Ладно, ответим сейчас на YouTube Чуагушью Элда из. YouTube Чуагушью Элда из. Да, я хумума, да, сега. Башлам, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. На канале Марат Макажо было видео, где он указывал палкой и говорит про кладбище Адама и Ноя, находящихся. Ну что, я тебя прошу, не надо мне рассказывать про этого человека. Ну что, это, во-первых, богохульство, во-вторых, эти люди не являются учеными. Вообще ни в каком глазу. Понимаешь? Какое ошибку здесь мне? Это, я не знаю, что сказать. Я не хочу даже говорить. Ассаламу алейкум, башламу алейкум ассалам. Это я, Борзико, Войшин зарплат. Хамас Коч, передай Башламу Ибраим. Не знаю, Ибраим, Борзико, Ибраим Баса. Борзико, не знаю, вроде бы ты, наверное, тоже видел этот ролик, да, оказывается, нам платят, там, крышуют власть и так далее и тому подобное, но я, по крайней мере, до сих пор не видел ни зарплаты, ничего. Иногда там 1, 2, 3 человека, максимум 5 человек донатят, все, донаты тоже, как ты знаешь, небольшие вообще, кто сколько может, там, по мизеру скидывает. Другие зарплаты я, по крайней мере, не видел. Если ты вдруг увидишь, я тебя прошу за 4 года то, что у меня накопилось вместе с твоей зарплатой, попроси кому-нибудь передать, может быть, я что-нибудь, я бы хотел бы себе купить хороший MacBook Pro и начать уже писать книгу. Если эти все деньги за 4 года отдадут, я себе хороший MacBook смогу купить. Вот. А потом уже начну книгу писать. Как найдешь место, где нам с тобой должны выдать деньги, дай знать, и мы обязательно к этому вопросу вернемся. Это, я не знаю, нужно поднимать табличку сарказм, или, ну, ты понял, да, о чем я, для остальных. Дальше. Язык их называется грузин-кистинским, на черкесском языке называются эти народы мельчеги. Знаменитейшие кистинские народы суть следующая. Чеченги живут в кистинском, чеченги живут в кистинском чеченском округе по Аргуну и Тереку и могут поставить до 5000 конницы. Югуши через югуши или югушцы живут по Камбалее около Терека. Мельчеги живут в округе сие имени по Аксаю и Сунже, 20 деревнях, из которых в одной называемой Истису и состоящей из 500 дворов, находящиеся теплые воды. Карабулаки, а сами себя именуют арштами, составляют не весьма многолюдную толпу общества. Язык их состоит из кистинского, чеченского, наречия. Любопытно, что Георгий называет кистинцев и среди народов Грузии. Он писал о жителях Грузии, что язык их можно вообще разделить на чисто татарский, черкесский, лезгинский, кистинский или чеченский, грузинский и осетинский. Татарским языком говорят по разным наречиям трухменцы, амбарлинцы, базаны и другие народы. Черкесский язык употребителен также по разным наречиям у черкес, которые говорят на оном всех чище, приятнее. Также у чеченгов и других кабардинцев. Здесь, как мы видим, кистами или кистинцами называют чеченцы, ингуши, югуши, а карабулаки, но затем кистинский язык называется чеченским, а чеченцы почему-то отнесены к кабардинцам. Но это по грузинскому источнику, то, что написано. Гуаст пишет.
у мужской превалирует какой тип гаплогрупп? И какие типы, в том числе арстхойские, близки по типу? Я не понял. Вопросы, конечно, но в принципе я понимаю. У Арстхой есть все три гаплогруппы. Кому какие, нужно смотреть ДНК-проект. Более там сказать, какой Рейнекс пишет. Ученый доктор медицины, физиолог, несколько лет прожил в Грузии и по заданию российского правительства совершил 5 экспедиций по Кавказу. Перечислив некоторые чеченские, карабулакские, ингушские топонимы, гидронимы и субэтнонимы, и при этом сильно их исказив, Рейнкс пишет, судя по языку, эти люди совсем разного происхождения, поскольку кисты не понимают языка ингушей, хотя и отделены от них только ручьем. И ни один из них не может также поговорить с карабулаком. Только билетили, и чеченцы, и все вышеупомянутые рассеянные фамилии, за исключением гигов, говорят на одном языке. Гиги, я гиги думаю, Галай Бумяцунов убежу. Кистов следует считать их предками, поскольку чеченский язык имеет в основном всю близость к кистинским, и они понимают друг друга при тщательном произношении. Сведения якобы Рейнкса представляют не столько научную, сколько библиографическую ценность, поскольку чеченцы, ингуши и карабулаки являлись в его время не потомками кистов, а сами в совокупности назывались кистами, кистинцами. И, разумеется, чеченцы, ингуши и карабулаки являлись носителем диалектов единого языка, прекрасно понимали речь друг друга. Вот так вот. Немецкий подполковник, любитель сейчас сразу проснулся, немецкий подполковник Штендер, находясь на русской военной службе в 1781 году, совершил экспедицию по Кавказу, посетив в числе прочих регионов и земли чеченцев, ингушей, карабулаков. Он оставил описание этой экспедиции в дневнике путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок к внутренней области. Но Штендера мы уже читали, как мы знаем. Вот так вот. Есть живые у нас еще в эфире. Что там? Расскажите, о чем хотели бы еще поговорить. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Какие-то сегодня вы тихие, совсем тихие. Без настроения, совсем тихие. Субботний вечер, походу, вам дался тяжело. Или связь дикиацба. В Ютубе 72 человека. У меня это бомба настроения. Если настроение бомба, это хорошо. Хорошо живет на свете Винни-Туха. Заур. Вопрос, что сделал Бах? Что за вопрос Заур дал, Алтайец? Вас видел, но в чё ответил. Ютуб Чуагущу Эльждаяна Заур написал.
Арслан, в инете написано, что у чеченцев с 9 по 14 века была письменность на основе рунического письма. Есть ли находка этих письменностей? Если да, то смогли ли перевести? Перевести не смогли, хотя, да, там по аланскому городищу вроде бы было, вроде бы руническая расшифровку сделали, доказательств нету, конечно. То, что письмо у чеченцев было чисто руническим, говорит об этом, говорят, но доказательств прямых пока нету, не видел. Кто ее обидел? Бах, Мичеха из Иш, Брудер, пишет Брудер. Брудер. Нравится тебе так. Все, Заур. Тейп Ирвай строили древние башни, ты написал, Заур. Я сказал, да. Все, остальное мы уже говорили. Я зачитывал. Юх язие ее и вопрос. Юха язие и вопрос. Вот все, что я увидел и услышал. Что касается остальных вопросов, касаемо Арстхуай, по этому вопросу мы разобрались. Никогда отдельными нациями не были, никакими войнахами они не были. Они есть и остаются частью единого чеченского народа. Тут, если у кого-то есть иное доказательство, есть... Я, в принципе, понимаю, для чего это делается, честно сказать. Я понимаю, это, почему делается, для чего делится, зачем делит нас. Это ясно, как дважды два. Но вот это чрезмерное высокомерие, конечно же, наталкивает задуматься. Сейчас я вернусь буквально на минуту. Хитмел Хавошинсу. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Так. Так. 448. Ладно, не будем зачитывать. Что именно? У меня все прекрасно показывается, все видно, слышно. Активности нету. Обязательно такие пишут, там движения какие-то должны быть. Наверное, я не знаю. Но, по крайней мере, что вам еще бы такого рассказать, зачитать, я не знаю. Может, у вас есть какие-то интересы, что-либо хотели бы вы услышать. Вот.
Шпион, до шпионов мне дела нету, пускай будут хоть колом ходят им, без разницы. Вопрос. Язирбах, Солнце Гербах. Юга, Язье вопрос, Заур, говоришь, и ничего ты не написал. Шкаф закрой, написано, написано, Заур Бено пишет, у меня тормозит или у тебя. Язир, Юха, вопрос, Цагирхун Баха. Цаязин, Заур, не было вопроса. Если есть вопросы, сразу задавайте и ответим. Что касается, если у нас, посмотрим, из-за интересного что-нибудь. Сейчас. Из документов у нас. Это Терский сборник. Это про Цурцуков. Это я зачитывал. Сомнения насчет работы в Охуште-Багратионе я записывал, зачитывал. Так, это все было. Это у нас что здесь? Это на свою очередь совершенно... Да. Совершенно новый взгляд на тейповые отношения проводились по работе благодаря следующему сообщению. Браки между родственниками запрещались у чеченцев в пределах 3 поколений. Чеченцы могли жениться на девушках из своей тейпы и даже нехай. Это отличало их от ингушей, у которых брак был строго экзогамным. Но преимущественно брали в жены женщин из других тейпов. К сожалению, это явление не имеет указания на время его появления. Не выявлена степень его распространенности, не указано, внутри какой нехой могли быть заключены бракосочетания. Это утверждение представляется нам сомнительным. Это Дубровина пишет. У Дубровина. Цоринцы, все магометане суннитской секты, но впрочем, не тверды в правилах своей веры, управляются так же, как и было сказано вообще о всех ингушах. В обществах Галашевском несколько улов, расположенных в составе чеченского племени Ахо или Ако, при восточном истоке реки Ассы. Здесь даже указывается, что это чеченские общества. Также посеять название обществ, не понял я, также носят название общества Цори, все их считают душ обоего пола 450. Все они язычники, считаются мирными, но мы имеем на них очень мало влияния через пристава. Ближние кистинцы, малхинцы и галгаевцы, они живут в ущелье реки Кистинки, управляются, как и прочие ингуши. На преданность кистинцев и малхинцев можно положиться. Все они христиане, православные вероисповедания, кроме милиционерской некой повинности не исполняют. Галашевцы даже в этой не несут. Последние преимущественно язычники магометане весьма мало. Галашевцы нам менее преданы, менее всех прочих ингушей. Вот документ. Касаясь этого вопроса, профессор Н. Яков, ассаламу алейкум, Башлам Бузик говорил, что ведучий ингушский.
У него шизофрения, последняя стадия, Бекхан Бекханов. Касаясь этого вопроса, профессор Николай Яковлев писал: чеченец и ингуш, разговаривая каждый на своем материнском наречии, без всякого затруднения понимают друг друга. Такую близость мы видим в других проявлениях национальной культуры чеченцев и ингушей. Но здесь, прежде всего, мы наталкиваемся на отсутствие общего названия для такой близко родственной группы народов и языков, какой являются чеченцы и ингуши, вместе сохранившиеся в Закавказье цовотушинами, бацбийцами и выселившимся в Турцию аштхоями, карабулаками. Необходимость единого общего названия, которое, подобно термину «адыге», объединяющий всех черкесов, применялось бы ко всей чечено-ингушской группе народов, достаточно назрело как с точки зрения потребностей в науке, так и для объединения работы по культурно-национальному их строительству. Один из местных национальных работников, Заурбек Мальсагов, в письме ко мне предложил назвать чеченцев и ингушей народами нахской группы, их языки нахскими языками, а страну, занимаемую ими, Нахистаном. Название это происходит от слова «нах» – народ, от которого некоторые производят и национальные названия чеченцев – Нахчо или Нохчо. Это название можно принять, несколько видоизменив его термин. Войнахский, вейнахский, через скобки и так далее. От слова вейнах, то есть народ, как называют сами себя часто чеченцы и ингуши. Мне случалось слышать от молодых партийных работников в Ингушетии возражение или явное недоумение по поводу предлагаемого названия вейнахский от слова вейнах, наш народ. Это будет якобы способствовать национальному выделению чеченцев и ингушей из всех других народов. Будет развиваться отчуждение их народной массы, вместо того, чтобы воспитать ее в духе единым и другим национальностям. Яковлев, НФ, к вопросу об общем наименовании родственных народов в Ростов-на-Дону, 1929 год. Вот так вот. Вот так вот. В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других, также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства. За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Дела в отношении побега выселенцев рассматриваются в особом совещании при Министерстве внутренних дел СССР. Лиц, виновных в укрывательстве выселенных, бежавших из мест обязательного поселения их или способствующих их побегу в месте их прежнего жительства, лиц, оказывающих им помощь в устройстве их места прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности, определить меру наказания за эти преступления, лишение свободы сроком на 5 лет. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник, секретарь Верховного Совета Горкин. Такой вот. Башлам, Гич Руслан Бузуставнов, Самолоба. Ответь вопрос про Хазарию. Что там сейчас за Хазарию? Что там с Хазарией придумали вы сейчас? Где здесь? Я не вижу никакого вопроса здесь про Хазарию. Цуантру Ибраим условий фал отдать Бахаху.
Что-то я нет. Один историк говорит, что чеченцы 300 лет воевали с хазарами. Правда ли это? Нет, неправда. Для тех, кто предлагает им так, Башлам, так, сейчас подождите. Артемка, наверное, шпионит, это я уже зачитал. У меня есть вопрос. Допустим ли вопрос, что арабская письменность могла зародиться в чеченском обществе? Нет, не могла. Какие-то слова взяты у нас, возможно, но сам язык появился маловероятно. Башлам, клуба российских изобретателей, на одном из своих видео говорил, что Италия имеет какое-то отношение к нам. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это всего лишь гипотеза и не более. Башлам. Вполне возможно, что ковчег пророка Нуха Деля Салама Шалфейцун, что он на Кавказе. Что на Кавказе, да, но что в Чечне, нужно доказать. Ханс Шварценбеккер. Башлам, знаешь, какое условие ставит Бузуртанов для тех, кто предлагает ему встретиться с чеченскими блогерами, в том числе с тобой? Нет, я не знаю. Башлам, есть версия, что Ангушт основал чеченец из степа. Да, я слышал, что основал Ченты. Но не знаю, подтверждения есть ли это, нет. Что думаешь про это, правда? Я слышал, один историк говорил, что чеченцы 300 лет воевали с хазарами. Хазарский каганат существовал всего лишь 300 лет, и это неправда. Башлам, вопрос что-нибудь расскажи о сражении против хана Дербента. Не знаю ничего подобного, по крайней мере. Ассаламу алейкум. Башлам, Бузик говорил, что ведущий ингушский, ты слышал? У Бузуртанова в голове большая, походу, киста. Да, ношел, да, ведущий. Шейк Эсар, как Гича Гурбатсон, ведущий. Вопросы из Ютуба я зачитал. Ибраим, ответ из Инсты. Башлам, вопрос. Ты знаешь про сражение на поле возле села Пхаршвай-Ола, ночи войска хана Дербента Шалхала? Нет, не слышал. Или я слышал, но по другим названиям, но как таковой не помню. Руслан Бузуртанов, Ингушский Мирчули, Убах. Ага. Башлам, ты после эфира убиваешь соседей по всем флангам. Я не знаю, что там, кого убиваю, но мне, честно сказать, только за своих. Башлам, Руслан Бузуртанович, самолоба. Ответь на вопрос про Хазарию. Ответил Башлам. ЧССР декларацию о суверенитете принимала, и только потом уже разошлись на республики. Башлам. ЧССР декларацию о суверенитете. Кажется, да. Нет, разошлись раньше. Они начали с 89-го года эту воду мутить. Первый съезд, второй съезд. Но он был расход мирным. Какая разница? Они упрекают нас в том, что мы как бы разошлись, захотели независимости. Италия, 9 вулканов. Так, Башлам, русских источниках и записках грузинского посольства 16-17 века упоминается о Джерахе, племя Калки, группа, скрывающаяся в горах, которые нападают на них отдельных гонцов в огне. Я не знаю, Расул, я не читал об этом. Мне, честно сказать, я за соседей вообще не читаю. Только Алания и Хазари разве не одно и то же? Нет, не одно и то же. Хазарский каганат и Аланское царство абсолютно разные. И руководство разное. Аланское государство существовало на протяжении без малого лет 700, как минимум. По другой версии 1400. Аланское царство состояло из кавказских народов в основном. А Хазарский каганат состояло по некоторым, опять же, информации из тюркских, ныне тюркских там, из гуннов, из булгар. Вот считается, что из них, то есть пришлые как бы не обижая, из степняков в основном. Во главе считается, что был у них глава и Каган
что был еврейского происхождения. Опять же, сейчас многие оспаривают этот вопрос, но столицы были в разных местах. Кажется, где ближе вверху Астрахани, где-то на Волге, ближе туда была у Хазарского каганата столица. А Аланского царства столица была в Магасе, это где Нохчи, Аланёрт Олцунах, Ермоловка Олцунах, вот в этой местности. Вот, Аланское царство. Поэтому это условие отдать ингушам земли, вот тогда он встретится. Да черту, кому он сдался? Что ему должны отдать? Что ему должны отдать, я бы сказал, ну, не позволяет. Ассаламу алейкум, ваш. Ва алейкум ассалам. Султан Гелхистан было написано, возможно, на границе как-то сдвинуть, но это не суть. Так, Руслан, я хотел спросить про акоков, кто они все-таки? Руслан, акохи, акинцы, ауховцы, это все племя, общество, чеченское общество, которое проживало в области впадения Сунжи, Терека в Каспийское море, вот в этой области, нижняя часть, где ныне между, вот где от Кизляра и до Астрахани, вот в этой промежутке, в основном у них были и дела, и бизнес, то есть начиная между речью Терека и Сулака, короче, вот в этой области. Да, Башлам, Алан, Шнохчи, Чуя, Бацархал. Я же сказал, нет, Алана это сборная была. Брат, спасибо за ответ. Я отнес образец письменности в Академию наук. Там был наш ученый около 75 лет. Ему он взглянул на образец фото из горного камня, спросил меня, где я нашел доарабскую вязь. Доарабская вязь. Это хорошо. Это хорошо. Так, Хасан задонатил с Ютуба. Вот, с Ютуба у нас один человек, который задонатил сегодня и поддержал наш канал. Хасан Далдукуахуай. Сейчас. Дальше.
И так надо написать, что я пока в эфире. Хазари, Хазари. Так, дальше смотрим. Башлам. ЧССР был центром как административным Грозным получается. И Грозный был столицей ЧССР. Да. Когда в истории первый раз упоминаются хазары, причем здесь тюрки, где их история? Упоминание первое идет с 7 по 10 век. Хазарский каганат считается официальным время существования 300 лет. Вот. И я тебе сказал, тюрки, сегодняшние тюрки, они себя называют также булгарами, хуннами, гуннами, кемерийцами, кем они только не называют. Ну, в любом случае, кочевые племена они были. То есть рядовыми воинами в хазарском каганате были кочевые племена, они так указывают. Якобы они были воинами, а руководство был кто-то другой. Честно сказать, мне до этого нету. Ну, да, Аланское царство они подмяли под себя. Ну, далее. Арий Берд. Ашкеназы по ДНК, караимы, в том числе имеют с чеченскими тейпами близкое сходство. Может, Хазарь имеет под собой подоплеку. Ашкенази ДНК имеют J2. Если ты имеешь в виду, что все Ашкенази J2, из-за этого хазарский каганат наш, то очень сильно ошибаешься. Железный Айрон пишет: Башлам, вы как историк можете сказать, кому принадлежит пригородный район? Как историк, кому принадлежит пригородный район? Ну, это, честно сказать, краеугольный кусок между ингушами и осетинами, я знаю, вне всякого сомнения, но, к сожалению, нравится вам или не нравится, я понимаю все, но по пригородному району он принадлежит ингушам. Ну, если вы говорите исторически, он был заселен в основном ингушами. Вот. По крайней мере, правая сторона, получается, это Терека, да? Правая сторона Терека была однозначно за ингушами. Я, по крайней мере, других источников не находил. Я и не интересовался, врать не буду. Ну, пригородный район в основном, он находился за ингушами. Я не знаю, но они говорят себя именно таким. Поэтому я влазить в ваши отношения, взаимоотношения не хочу. Вы решайте сами. Если бы это была Чечено-Ингушская республика, возможно, тогда бы я бы что-то и говорил бы там, смотрел. Но сегодня Чечня, это Чечня, Ингушетия, это Ингушетия. Наши спорные территории с осетинами, это в области Моздока. Эти вопросы были решены, и у нас как бы по границам с вами нет никаких проблем, если ты, конечно, осетин. А так, исторически, если ты спрашиваешь, по крайней мере, у вас очень сложная ситуация, потому что мы знаем информацию ту, которую по картам, которая вот эта часть была за ингушами. Не знаю, какая у вас есть история, может быть, у вас есть какие-то другие данные, какие-то другие карты. Ваши карты, ваши данные я не читал, не интересовался. Но по тем картам, которые были, да, там Осетинский округ, военно-осетинский округ, на многих картах граница там идет, мы граничим только с осетинами. Вот. Остальные
границы, идут непосредственно деления, какие-то более поздние карты идут немножко иначе. У нас у самих, валикум ассалам, много вопросов по картам, по истории с теми же так называемым вроде бы единым народом, с ингушами. Идут огромные дебаты, дискуссии на протяжении уже скольких лет. Идут по границам. То, что с нами они ведут дискуссию, они с вами вообще не ведут, как таковой. Вот. Зная, что это все наше, за нами, но все равно божаться, клянуться, что это не так и так далее. И тому подобное. Последние 200, 150, 200 лет эта земля была за чеченцами, и они взяли, тихо приписали к себе якобы, что ее чеченцы оставили, они ее к себе взяли и так далее и тому подобное. Мало того, что взяли, а потом еще сказали, что вот якобы чеченцы эти земли хотят украсть, потому что на нем находится там огромное количество башенных комплексов. То есть получается, когда в 2008 году эти земли тихо, молча присваивали, они не воровали их для башен. А когда чеченцы возвращают их, они хотят вернуть обратно, говорят, хотят забрать эти земли, потому что на этих землях там, и это говорят взрослые, седые люди, которые даже никогда не были сами там, понятия не имеют о том, что они даже не знали, что арстоевцев на самом деле в Чечне намного больше, чем даже в Ингушетии. Они не имели понятия об этом. Ну, факт остался фактом. Показывают лица, оскорбляют, внешность осуждают и говорят, что вот там, вы забрали у нас. Нет, мы никого ничего не забрали. Что касается пригородного района, я вам сказал, исторически я на всех картах, на всех документах видел, что это район за Ингушами. Вот такой вот, если ты спрашиваешь у меня как у историка. Ну, я не хочу, опять же, я не хочу влазить в ваши взаимоотношения. Да и в 90-х годах, когда до еще этого конфликта, я знаю, здесь документы, когда чеченская делегация ездила во Владикавказ, вопрос остался незавершенным, и после этого начался военный уже конфликт между ингушами и осетинами. Вот. Ну, будем надеяться, что больше такого не повторится, все будет решаться мирным путем. Кавказ нам нужен мирный. История вещь хорошая, взаимоотношения, честно сказать, между кавказскими народами были, конечно, непростыми, но мы должны научиться ладить между собой. Особенно по соседству живут ингуши и осетины. Уверен, что в дальнейшем ваши взаимоотношения будут налаживаться, и вопрос по пригородному району тоже будет решен. Решен в том русле,
и каком он должен быть. Вот. И задонатил брат Тимур. Поддержку нашего канала. Тимур, ДРСХ. Вот так вот. Поэтому мое мнение такое. Ауховский район – это уже наша боль и наши проблемы. По Ауховскому району у нас другая ситуация. В том плане, что я надеюсь, что в ближайшем будущем этот вопрос тоже будет решаться и закрывать. Как-то так вот. Что еще у нас? Нет. Чеченцы оставили больше. Почти что 6 или 7 селений. Оставили. Это северная часть Ингушетии. В 2018 году при договоре спорные 7 селений оставили за ингушами. Башлам, Юхая, Зербах, Адухуах. Я не вижу твоего вопроса. Самое обидное, Башлам, что еще выставили нас, как будто бы мы забрали справедливо. Так, вот это я зачитывал. До Чугунного моста. Заур, я не вижу ни одного, Башлам, как историк, я ответил. Это ответил. Заур, не было никакого вопроса от тебя. Так что ты прости, но... Башлам, Аланш, Нохчичу Аббацар, Халх Алязина. Вот этот вопрос я зачитал по Аланам. Аланское царство это было общее царство. Оно не принадлежит ни ингушам, ни осетинам, ни карачаевцам, ни балкарцам, ни чеченцам. Отдельно оно не принадлежит никому. Как общее государство оно существовало. Как раз территории совпадают. Вот. В некоторых местах там имеется речь от моря до моря, но Аланское царство вот было в пределах этого. Все народы, которые я перечислил, входили в состав него. Поэтому зачитал все селения. Но я же вам показывал карты. Ну вот посмотрите, я показывал вам по картам. Вот сейчас опять спрашиваете. Вот. Вот какая была карта в Ингушетии раньше. Вот. Это до 1000... Это сама карта 26-го года. То есть, видите верхние, где вот эти слова написаны, Ингушетия. Вот это весь кусок. Сейчас, включая Сунжу, Карабулак, все вот эти селения, Вознесеновское, Троицкое, все оно входило в состав Чечни в то время. А теперь, сейчас ровно вверх, вот видите, это зеленое, да? Загогулина, который в ту сторону пойдем. Вы ровно вверх, вот где где я нахожусь на экране. И вот этот кусочек отдали. Вот такой была Ингушетия. Сколько она приобрела сейчас. Хочу заметить, вот на этой карте пригородный район входит в состав Ингушетии. Так что сразу, чтобы не было никаких разговоров. Вот. А сейчас... Так. А сейчас вот такая. Вот представьте, верхнюю часть, видите? Вот эту верхнюю часть. А ее отдали.
и нету пригородного района на этом куске. Это сейчас современная Ингушетия, без пригородного района. А так она была исторической. Раньше она выглядела немножко иначе. Покажу вам, как приблизительно она. Я убрал. Вот. Без верхнего куска, если бы в 2018 году вернули бы так же, как ее объединение, то есть когда объединялись и когда расходились, чтобы было одинаково, карта должна была быть вот такой. Но вот эту верхнюю часть, два района, которые говорили, обсуждали, часть Малгобекского, Сунжа, Карабулак и вот эти селения, они должны были быть в пределах Чечни. Они сами добровольно ушли в состав Чечни. Вот такая была карта. Но, само собой, пригородный район был в Ингушетии. Сейчас уже как-то Аланы и есть Нохчи Эйлинах. Ну, это Эйлим, Шадеш, второй Эйлнаш. Все мы считаем себя Эйлами. И так далее, и тому подобное. Поэтому вот как-то так. На старых картах, конечно же, территория Чечни намного больше. Я вам показывал вот сейчас прямо данное время. Как раз таки у меня на столе лежит карта. Тоже сейчас постараюсь вам как-то ее повернуть, показать. Чтобы было понятно, вот чеченцы. Так, подождите, я сейчас книги уберу. Видите, да? Всем, чтобы было понятно. Вот рабочий стол мой. Это карта 1836 года. Смотрим территорию, где находятся чеченцы. Вот Владикавказ. Чтобы было понятно. Вот Владикавказ. От Владикавказа. И вот последняя у нас здесь получается внезапная. Крепость внезапная, которая находится на реке Сулак. Везде живут чеченцы. Вот Сулак. Вот река Сулак. Видите? Вот. Везде живут чеченцы. Вот. Чтобы было понятно. Вот граница. Вот он, Сулак идет. Начиная с Сулака, и вот до самого Дербента идет Лезгистан. Лезгины, точнее, видите? Лезгины. Это раньше назывался Дагестан. Вот, до Дербента. Территория чеченцев начинается, вот она здесь есть. Не видно, может быть. Ну, посмотрите, чтобы было вам видно. Вот граница Чечни. Вот она идет. А вот река Сулак. Поднимаетесь по реке Сулак. Вот она. Сулак вот здесь заканчивается. Вот здесь Лезгины. Вот кумыки, которым вот эта плоскость кумыки, которая отдана, вот это междуречье. Вот здесь проживали акоки в основном. Вот, акоками называли. Бизнес они вели там в дальнейшем. Здесь идет вот эта дорога сюда вверх. Это здесь уже Астрахань, в этой области должно быть. Вот сюда кумыков за Сулак переселили. Где-то после 15-16 века эта местность начала. Вот заселили еще. Ермолов особенно активно заселил в эту область кумыков. То есть отсюда вот чеченцы были выбиты. Вот редут Кизляр, который был построен также против чеченцев. И вот смотрите, начиная вот отсюда, смотрите, начиная вот отсюда, вот он идет Терек. Вот черным идет Терек. По этой линии были построены вот Червленные, вот Щедрина, не Щедрина, вот все видите, где здесь по этой. Вот здесь, так, подождите. Вот Червленная, Калиновская, Наурская,
крепость Моздок, тоже против чеченцев. Это первая кордонная линия. Вот Моздок. С Моздока у нас идет вниз военно-грузинская дорога. Вот она здесь. Вот Владикавказ против чеченцев. Вот Моздок против чеченцев. Здесь Наур, Калиновская, Кизляр. Вот кордонная линия, которая замыкала чеченцев. Вот с этой стороны замыкали чеченцев, как вы видите. Здесь мы граничили с лезгинами по реке Сулак. То есть правая сторона Сулака была за лезгинами, левая сторона была заселена чеченцами и небольшими обществами, которые переселились на чеченские земли. Здесь с южной стороны мы видим границу. Вот она, граница, видите, здесь указано. Здесь граница с Кахетией. Вот небольшой кусок с Кахетией. И вот здесь уже Осетия. Осетия, Кахетия. Вот между ними граница с южной стороны. Северные вот эти части, как видите, пустые. Но они в других старых картах. Кстати, чтобы вы знали, вот здесь находится река Кума. Вот считается, что вот отсюда вот эта часть якобы была за чеченцами, считалось. Раньше вот этот кусок большой, который был. Во время депортации Грозненская область, когда входила, в Грозненскую область входил Кизляр, и вот здесь вот примерно вот так вот эта часть, остров Чечень, вот здесь, вот он, остров Чечень, все вот это и вот эта часть, вот по Сулаку, вся вот эта область, она называлась Грозненской областью, она тоже входила в состав. Раньше то, что была Кума, вот по Куме идет. Она, вот эта часть, вот эта пустая часть, в основном на многих картах записана как Ногайская степь. До определенной вот эта часть Пятигорья, вот с Пятигорска вот считается как Ногайская степь, она записана. Ну и здесь, где находятся чеченцы, вы тоже видели. Да, вот здесь ранее, вот здесь небольшая часть, вот за Моздоком, вот этот кусок считался, что был Малой Кабардой. Вот так вот. Если поработать по карте, получается вот так вот. Надеюсь, было заметно. Это карта 1836 года. 1936 года. Вот. Из Нальчика в Грозно надо метро сделать. Да, Руслан, было бы неплохо. Башлам, кто основал села на месте Владикавказа? У нас на месте. Ну, считается, что там было Заурова, кто основал. Я не могу знать имена тех, кто основал, честно сказать. Если ты про эту версию, где Чанти ты говоришь, но об этом уже меня сегодня спрашивали. Я вам уже рассказывал это мнение по этому вопросу. Честно сказать. Вот. Как-то так вот. Ибрахим, есть вопросы? Вопросики? Ну, общество, я вам изъяснение там с правой стороны зачитывать не считаю нужным. Там записано все, что за чеченцами. Там сколько обществ? 20 обществ. Нет, не 20. С 1 по 13 обществ. 13 обществ, под которыми все считаются, валикум ассалам, все 13 обществ считаются чеченцами. Они записаны как чеченцы. Само собой. Потом неприязнь между собой. Мы отдельные, мы другие. И, само собой, это прекрасно использовала для себя царская Россия. И сделала мечты оправданные.
оправдало некоторые мечты. Так, Башлам, Бауниш, Тирвай, Алан, Шар, Терюбох, ну я же об этом говорил, Заур. Я же об этом только что, вы не слышали, что ли? Я вам рассказывал, что есть такая версия, говорят, что башни, одними из самых лучшими строителей башен были Терлай. Вот эти Терлай взяли вот эти строительства башен вообще взяли якобы именно это зодчество было прославлено в Аланском царстве. И оттуда якобы было взято и переняли и построили в горах уже. Все, что есть, я отправлю. Все, понял, брат. Нет, если просто нету, чтобы зря не мучить ни вас, ни время зря не терять, ни деньги наши не терять. Я-то могу рассказывать хоть до утра, но, как говорится, нет, немного. За вчера и за сегодня нету и 3. Да, вообще копейки, конечно. Ты что думал, что я здесь бизнес-проект устроил, что ли? За 3 дня, за 4, если за все 4 дня, если собирается небольшое количество, и то хорошо. Так, нет. Все, что есть, я говорю, я зачитываю. Больших сумм у нас не бывает. У нас таких крутых донатеров нету. Все, что есть, то есть. Сегодня 5 человек задонатили. Да. Поддержали наш канал. 5 человек, которым понравился наш эфир. С Ютуба 1 и 4 с Инстаграм. По Рикет Зурзукете. Рикет Зурзукете я вам источники зачитал. В древности верхний приток Аргуна сверху, то есть она с Грузии течет. Там она как называлась, я вам сказал, на Дзурзукете называлась. Башлам, а почему не изучать аланский вопрос досконально и выяснить, кто же они на самом деле? Почему? Да потому что невыгодно это. За это никто не платит. За это никто крутых машин не дает. Кушать не приносит. Вот и не интересуется. У нас есть один аланист, великолепный, прекрасный. Других я не видел, честно сказать. У нас есть специалисты по всем вопросам, но по конкретным вопросам ни у кого ничего нету. Хотя у нас как раз-таки огромные захоронения раннего аланского периода нашли, вы помните, года 3-4 тому назад на Теречном районе. Вот. И у нас много чего можно было бы над этим аликом самым работать. Но видите ли, люди не хотят, у людей нет желания. Когда никто не платит, не поддерживает, финансовых затрат нету, никто за это не берется. Я вам даю голову на отсечение. Если были бы большие гранты, миллионные гранты, дарили бы машины, как там, спортсменам, допустим, да, за находки, исторические находки, там, хорошие, богатые исторические находки, важные по истории, по языку, по географии.
исследования были бы великолепными, и все бы везде все искали бы. Главное, чтобы за это платили. Ну, сейчас 21 век, сейчас все живут. А есть те, которые энтузиасты, конечно, которые врут, сочиняют сказки. Вот они работают в основном бесплатно. Вот им просто соврать, закинуть куда-нибудь. А пускай там соседи разбираются. Они настолько часто врут, обманывают, что сами верят в свою ложь и говорят: а, у нас все воруют, а, нас обманывают. Вот такое вот делать, конечно же, нельзя. Должно быть все научно обосновано. Должно быть все изложено четко, хорошо. От того, что вы там будете кричать, что я там сам лично с конным варваром встречался, и они были там мои друзья, от этого вам никто не поверит. Карты есть, документы есть. Можно проверить. Проверяешь, ты натыкаешься на то, что ты врешь, и не более. Вопросушка. Духвахак, Заур. Еще раз тебе повторяюсь. Я зачитываю все вопросы, которые ко мне пришли. Башлам, Баунашт, Ирве, Аланшка, Терюбол. Ну, я тебе ответил, Заур. Заур. Я ответил на этот вопрос. Других вопросов от тебя не поступало. Один вопрос был про строительство аланских башен. Я тебе сказал об этом. Я сам рассказал об этом полчаса ранее. Ты меня переспрашиваешь опять же о том же, правда ли это. Я говорю, я слышал эту версию. Доказать, сказать однозначно не могу. Башлам, жим гендер гной хлад сидится, а худийцом гендер гной хлад. Все, что можно было о них рассказать, я рассказал. Написал, про башню их показал. Это большой тейп, вне всякого сомнения. Географическое расположение его огромное. От самого там востока до самого запада. Один из больших тейпов. Вот. Очень много из этого тейпа вышли, включая Ачархаджи и остальных героев. Айса Гендер-Гноевский, Суалгер Гендер-Гноевский, Ачархаджи Гендер-Гноевский, как я вам сказал ранее. Ну и так далее, и тому подобное. Так что непростой тейп, очень большой, имеет свою родовую башню, имеет свою гору. Достойный чеченский тейп, который можно говорить с высоко поднятой головой. Вот. Вопрос, Таца Кочба, Заур, не знаю, Заур. То, что ко мне приходит, я зачитываю. Бюстикюэл Давлюсев. Про тамплиеров в Галанчоже говорили, что поехали экспедиции для исследования. Что вам про это известно? Эльбиева Мария. Про тамплиеров, я не знаю, куда поехала экспедиция. Я слышал об этой версии, что там был храм, мы это зачитывали, и у Маргашвили зачитывали, я вам про этот храм зачитывал, да, что там был. У меня, точнее, мой тейп, один написал про мой тейп, что вот якобы они из потомков там тамплиеров, что это одни из тех, кто остался. Но это, по мне, это вполне возможно, что в горную часть попали небольшое количество, но кто они, остались ли или осталось ли их наследие, или все это на уровне, как всегда, легенд и миф, ни больше, ни меньше. Не гельдеген, а гендергной. А гельдеген не наше слово, но что что и дать. Гелгане дать. Сонхушен дать специасон. Хöycer du boş xezem du sone. Йовце хöycer du boş. Нохчица пиларю ош хезесон имел будацем зесон. В свое время, когда я был студентом, с Гелдегена была одна девушка, очень красивая.
Как же сильно она мне нравилась. Страшное дело. Очень сильно. Так и не осмелился я жениться на ней. Раньше было так. Раньше были много людей, тут почему-то мало так людей сейчас тут. Во-первых, сейчас 1:30 ночи. Во-вторых, не знаю, мало, потому что в Ютубе сейчас определенное количество. Алейкум ассалам. Инстаграм вообще площадка стала немножко иной. Я не знаю, Савали, не знаю, честно, замужем она или нет. Но может, она этого и не знала, но она мне очень сильно нравилась. Гялгнаха гундалгаш юбош эшер хазни цахаза гундалгаш тракертаю, но бертгел гундал гендергнам гялган маяти. Поэтому это, думаю, что просто очередной прикол. Ни больше, ни меньше. Вот так вот. Я ловлю. Ты весен месяц уже ел. Украл бы я. Да нет. Я не из тех. Хотя я сам воровал невесту. Участвовал. Для других, правда. Не для себя, для других. А себя нет. Башлам, а правда, что Кобзон в Грозном приезжал? Да. Кобзон, Антонов, группа Ария, рок-группа Ария была такая. Вот он, группа Ария была здесь. Много здесь было в советское время, насколько я знаю. Вот, приезжали. Я не вижу в этом ничего такого пафосного, крутого. Что касается. В прошлом я слышал, что чеченцы это первые обитатели. Чеченцы не были первыми обитателями. Были нохчи, потомки Ноя. Где-то приблизительно. Сейчас я вам покажу. Ориентировочно говорится, что это было... Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Вот оно находится. Вот где-то в этой области. Ванский. Эти Ванский пошел. Где-то здесь у озера Ван осели первые потомки. Вот. Отсюда часть ушло, осела вот здесь. В принципе, не так и далеко. Только посередине одна Грузия, уже через Грузию можно было бы догадаться. Так что первыми на Кавказе после потомка потопа были потомки Ноя. Чеченцы и название чеченца это то, что я вам вчера зачитывал. Речка Чечени и городище Чечен назывался. По реке Аргун. Нижнее течение. Вот это есть на официальных документах исторических. И благо это не чеченские документы, а то у нас нарнийцы начинают плакать.
Это на грузинских документах. Это когда шли, точнее, челобитную писать о подданстве своем русскому царю, шли представители Тушетии. Вот и по дороге они сказали, что встретили два кистинских кабака, городище Чечень на реке Чечени. Вот это есть. Ладно, давайте тогда на сегодня. Да, кстати, река Чечения, это Аргун, городище Чечен. Как раз таки там же ученые пишут, что вполне возможно городище Чечен, это где селение Чечен-Аул по Аргуну, то есть где река Аргун. Вот это, речь идет об этой местности. Вот. На сегодня тогда мы закончим. Чтобы не терять ни ваше, ни мое драгоценное время. Всем огромное спасибо. С вами был ваш брат Башлан. Я прошу от всего сердца прощения, если я каким-то образом кого-то обидел, задел. Башлан, Чечен-Аул, где река Аргун был. Чечен-Аул находится и сейчас на реке Аргун, рядом с Аргуном, рекой Аргун. Понимаете? Чечен-Аул находился у реки Аргун, где протекает река Аргун. Не знаю, сейчас он передвинулся или нет, но раньше Чечен-Аул был у реки Аргун. Вообще все селения, стратегические селения, и люди всегда селились у рек, чтобы воду можно было взять оттуда или поднять уровень воды искусственным образом, чтобы орощение производить. Допустим, Старые Атаги, Чечен-Аул, Белготой, Старые Атаги, Чахкари, Чири-Ойл, Шато, все они вдоль реки. Все они вдоль реки. Всегда люди поселились у реки. Башлам, как мы знаем, наши соседи сейчас начали говорить горные районы Чечни, их и земли, и тейпы. Если человек уехал с этих мест в другой регион, там ассимилировался и стал себя называть ингушом, это... Дальше что ты хотел написать? Он становится ли... Ну, во-первых, ни один из чеченских горных районов никогда не был ингушским. Никогда. Ингуши — это очень маленькое локальное место, которое вам указано. Это пригородный район, это река Кумбилеевка. Вот этот пятачок, который к ним можно приписать. Ни больше, ни меньше. Никаких остальных районов, ни северных, где Малгобек, это никогда не были их земли. Никогда. Даже область, которую там дальше им отдали уже с гор, чтобы спустить их, эти земли не были исторические за ними. Их не было так много, всего их там навсего было 8, 10, 9 тысяч, ни больше, ни меньше. И это в 19 веке их было 9 тысяч. И если каждые 100 лет отнимать по 1000 человек, то буквально через 9 лет, 9 веков их вообще не остается. Их не может быть физически, потому что вот за это время они мне там один рассказывал, что там во времена Тамерлана там у нас погиб. Да нет, чушь собачья. Во время Тамерлана сколько погибло. Ногчи всегда было больше. Там вне всякого сомнения. Хотите, не хотите, там остальное. Единым были, да. 100% уверен, что были единым. Потом к ним чуть-чуть добавились разные, к нам добавились чуть-чуть разные. Вот. Они были фратрами, жили ближе к осетинам, с ними Вась, с грузинами Вась, остальным там, с кабардинцами, в основном с адыками мы граничили.
Вот с ними общее как-то выработалось, и они решили там, мы отдельно, мы отдельно. Их оставили отдельно. Вот остальное отделились, хорошо. Нохчи это Нохчи, ингуши это ингуши. Ну, 8 тысяч человек, 9 тысяч человек в 19 веке, в начале 19 века, в 1801-10. Все статистические данные всех вместе взятые, если их добавить, говорят, что их было всего там то ли 8100, то ли 9100. Это количество. И если вы по геометрически, то пропорционально вы начнете каждые 1000 лет отнимать по 1000 человек, даже, грубо говоря, если в год прирост населения было по 1000 человек. А это не факт, что их могло быть так много. Но убирайте, и получается буквально в X веке их нету. Физически не может существовать. Были ли они, участвовали они в войнах и сократились ли они до такого периода, как рассказывает Русик, очень сильно сомнительно. Вообще сомнительно. Так что, не знаю. Хотя, опять же, мы говорим какие-то гипотетические вещи. О единстве мы можем говорить, да, можем говорить. О том, что там что-либо больше остальное, маловероятно. Ладно. Всем удачи, всем доброй ночи. Огромное спасибо моим 5 спонсорам, которые сегодня смогли задонатить, смогли помочь нашему каналу. Завтра постараемся, если будет завтра эфир, будет на родном языке, на чеченском. Воскресный день у нас эфир по истории, географии, датам и всему остальному на родном языке. Если получится. А дальше, как говорится, посмотрим. Мрачный лесоруб Ламроевский. При выселении в 1944 году сколько было ингушей? 65 тысяч или 70 тысяч говорится. 70 тысяч говорилось. Не больше. Я понимаю, но у меня уже, к сожалению, я не могу далее держать. В пределах, да. Есть самое максимальное количество, которое я слышал, сколько было ингушей. Это говорится о 90 тысяч якобы их было. Самое большое количество, которое я слышал. Вот. Больше я не слышал. Если бы было бы больше, рассказать про меркантилизм. Я расскажу про меркантилизм, но уже в следующий раз, на следующем эфире задайте этот вопрос. На сегодня уже все. Всем удачи. Я на связи. Если что, пишите. Будет интересно, обращайтесь. Если я каким-то образом кого-то обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня и не обижаться. Пытался рассказать вам историю, географию, так как умею. Вот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Надеюсь, завтра с вами увидимся.